Информационная программа «Новости». С вами Матлиба Раджабова. Добрый вечер. Весной город Душанбе становится особенно прекрасным. Город Душанбе и раньше считался зеленым городом, а сейчас традиция озеленять город приобрела новый виток развития. Парки, скверы, аллеи и бульвары радуют глаз своим разноцветием. Сегодня на территории Душанбе действует 17 парков культуры и отдыха, в каждом из которых созданы идеальные условия для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы. Во всех парках города во все времена года не прекращаются работы по облагораживанию и улучшению условий отдыха. Высаживаются новые сезонные цветы, деревья и кустарники, а также облагораживаются уже существующие зеленые уголки. Создание парковых территорий и скверов – это основа нормального существования человека в условиях мегаполиса. Это очень важная составляющая действительно благоустроенного города. Высокая скорость ритма жизни и большое количество стрессовых ситуаций делает существование жителей мегаполиса полной неожиданностей, поэтому проведение времени в спокойной обстановке на территории парка или сквера может существенно снизить уровень напряженности и благотворно повлиять на здоровье человека. Для детей просто жизненно необходимо время от времени посещать такие места, где можно свободно себя почувствовать в окружении зелени. В Душанбе в настоящее время очень много зеленых островков, где можно, не выходя из города, оказаться как будто на лоне природы. Создание озелененной территории – обязательная норма современного градостроения. Зеленые островки создаются не только в парках и скверах, но и возле различных учреждений и зданий, чтобы поднимать настроение работникам. Скверы возле транспортных магистралей направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для передвижения. А еще они имеют декоративную функцию, так как способствуют улучшению внешнего вида города, района, улицы и вызывают чувство гордости, что мы живем в прекрасном городе. Весной Душанбе становится особенно красивым. Цветущие деревья, кусты и цветы, зелень газонов и лазурное небо создают неповторимую обстановку, уют и прекрасное настроение. Приходя в парк, человек не покидает границ города, но при этом попадает на лоно природы и испытывает психоэмоциональную разгрузку. Зеленые уголки также способствуют сплочению городского населения и повышению качества его жизни. Современный Душанбе – это экосистема, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, Новости. Рациональное использование земельных участков и личных подсобных хозяйств граждан, повышая культуру землепользования, отражается на изобилии внутреннего рынка и производственной отечественной продукции, а также способствует продовольственной безопасности страны. Дихкани фермерских хозяйств Вахшского района Хатлонской области наряду с выращиванием и производством основной сельскохозяйственной продукции одними из первых предложили на рынке качественную клубнику и получили серьезную прибыль. Дихкани на собственном опыте уже убедились, как выгодно поставлять раннюю продукцию и стараются использовать лучшие и наиболее продуктивные сорта, чтобы наряду с обеспечением внутреннего рынка отправить продукцию на экспорт. Пока погода еще неустойчивая, раннюю клубнику выращивают под пленкой. Дихкани, воодушевленные растущей поддержкой государства, создают современные теплицы и, используя качественные сорта, пополняют потребительскую корзину ранними овощами и ягодами. Сочную и вкусную клубнику неспроста называют королевой ягодного царства. В ней содержится целый кладезь полезных витаминов. Эта ягода способна подавить развитие вируса гриппа, оказывает прекрасное противовоспалительное действие, избавляет от бессонницы и отлично укрепляет иммунную систему. Но все целебные свойства ее не так-то просто уберечь в процессе выращивания. Чтобы сохранить все витамины и природный вкус, необходимо соблюдать все агротехнические правила. От выращивания ранней клубники выгоду получают все. Городские жители имеют возможность полакомиться свежей сочной клубникой, а фермеры получают хорошую прибыль.
Фактически сегодня созданы все условия для эффективного использования земли. Сельские жители, рационально используя свои земельные участки, могут получать большую прибыль и пополнять рынок свежей сельскохозяйственной продукции, тем самым реализовать стратегическую цель государства – продовольственную безопасность страны. В соответствии с политикой правительства Республики Таджикистан, учащиеся общеобразовательных школ республики наряду с государственным изучают иностранные языки в контексте учебной программы со 2 по 11 классы. Мероприятием в апрельской повестке культурно-просветительского центра «Созидание» в городе Турсун-Заде стала постановка детского спектакля, приуроченного к Всемирному дню космонавтики и авиации. Ребята с удовольствием, посещающие центр, приводят сюда и своих друзей, а также родителей. Клуб по интересам стал своего рода объединяющей площадкой людей разных возрастов и национальностей, изучающих в этих стенах иностранные языки, английский и русский, и не только. Жители города Турсун-Заде, которые приходили к нам, предлагали свою помощь, поддержку исключительно как волонтеры на добровольных началах. Исходя из этого, было принято решение буквально за 2 дня до открытия центра назвать этот проект «Созиданием». Потому что само слово «созидание» несет в себе положительный оттенок конструктивного и гармоничного взаимодействия во имя создания чего-то нужного, чего-то необходимого, где люди смогут найти для себя круг общения, будут приобщаться к русской культуре, русскому языку, читать русскую литературу, ознакомливаться с русской живописью. Помимо просветительского направления, устроители занимаются также благотворительностью, привлекая к работе местных волонтеров. А еще здесь организовывают концерты юных дарований детской вокально-хоровой студии, функционирующей при культурно-просветительском центре «Созидание». На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.